Абзаг, акахва. Витоби дудзинана. Идея к сыму пуцхара растаху. Стилвот. Абряпсу культура ашта застаху папсу чавязху, а музыка газуверц. Его сказать со скуцем. Сазыпшизау эти табу. Дачагги яхя апсу культура ашта а классика тшухуча сосныяхту. Урта бежитский алафер хуйтаза усура моряхадзу. Его сказать аха харахахьё. Усанакха я хартып апсу культура ашта агуашка. Обзеращимас. Дуэты как вокальное произведение появилось в XVII веке в опере. Думаю, нашим гостям это хорошо известно. Они являются оперными артистами, поющими в дуэте и не только классику. Я надеюсь, парный вокал в вашем исполнении мы еще сегодня услышим, а до музыкальной паузы пообщаемся. Сегодня в Апсу культура ашта Альдона Цкуа, Армен Хачатурян, Алхас Ферзба, Нана Черкези. Я хотела бы для начала узнать, как вы познакомились, какое было впечатление первое друг от друга. Вот если воспроизвести в памяти этот момент, хотела бы, чтобы вы это рассказали. Вот Альдона, где вы первый раз увидели Армена и думали ли вы, что будете так петь вместе в дуэте? С меня начнем. Я заволновался. Я тоже заволновалась. Но в период музыкального училища, вот когда я училась, да, мы, по-моему, с тобой не очень это общались. И все. Кто где учился? Мы учились в музыкальном училище, Сухумском музыкальном училище, собственно, Армен тоже. Я училась на эстрадном факультете, а Армен на академическом. Кстати, Как интересно, да? Я пою сейчас академ, Армен поет эстраду. Вот в жизни все предсказать невозможно. Армен, а вы помните Альдону в тот период? Я помню, конечно. Ну, мне было 20 лет, когда я поступил в музыкальное училище, и я на самом деле не знал, что я пойду петь классику, потому что мне это совсем было не близко в тот период времени. А мне было не близко классика, кстати. Альдоне, да, и я вот, когда только поступил, знаете, вход в музыкальное училище, было эстрадное отделение у нас вот правее. Центральное здание есть, и правее там домик, и в нем был эстрадный факультет. Вот. И оттуда раздавались такие звуки, а я очень любил певицу Уитни Хьюстон. Это моя вообще самая обожаемая певица была. И слышал, поют ее вот эту известную песню, оказывается, это вот пела, да, you, да, я ее Альдона исполняла. пела. Вот кто бы мог подумать, что когда-нибудь она станет оперной дивой, оперной певицей, да. Ну вот, в принципе, знакомство произошло, наверное, я часто забегал в эстрадное, потому что меня как-то тянуло всегда на всякие Уитни эстрадные. Да. Уитни Хьюстон, да. И как? Вот, ну, Когда вы поздоровались? Ну, мы общались постольку-поскольку. У нас не было такого тесного общения, я бы не сказала. я даже не помню, были ли у нас общие предметы, или я был на курс. А можно я попрошу Как-то Альдону спеть вот этот вот Уитни Хьюстон, который слышал? Опа! Из-под вот просто кусочек. Она умоляет. Я сейчас не готова это. Без музыки, просто. Супер! Не растерялась. Молодец. Спасибо большое. В самые сложные периоды моей жизни Армен оказывался рядом. Это судьба. Даже в случае в самолете, я сейчас вспоминаю. Мы случайно в самолете встретились. Расскажи, кстати, Да, это очень интересно. Я не интересная буду история. рассказывать. Расскажи, как историю тебя хотя бы оставили расскажите. на произвол судьбы. Расскажите. А я Кто осмелится? точно не помню, но, в общем, были наши друзья, которые вместе летели с Альдоной. И в этот период, я не помню, мы то ли поступали, то ли уже учились в академии. Мы ехали уже, да, Да, на либо на первый поступление, курс. я не помню.
И, в Куда общем, летели? наши друзья, да, В Несецкую которые... академию, в ну, Москву. уже на учебу в сентябре. И вот Альдона летела с нашими друзьями, близкими, общими друзьями. Всем И так известно. сложилось, что по прилету Альдону, Моего Альдону оставляют. Моего друга задержали просто. Кто должен был встретить Да, Альдону? милиция задержала, то есть он не смог меня встретить. И я стою в аэропорту как сирота и не понимаю, как мне просто быть. И тут оказывается рядом Армен Олегович Который, в принципе, летел всю и дорогу. запереживал. Да. А, вы там увиделись в аэропорту? Не, мы прям в Мы самолете. случайно встретились в самолете. Как не раз было договариваясь. признание независимости Абхазии, по-моему, мы вот в этот период, мы весь самолет чачей угощали, там было нормально все. И что это было? Вот вы стояли без надежды. Ну расскажи, что было Но, дальше. а я-то сам ехал в Москву, еще как бы не было где остановиться толком. То есть и сейчас как бы... Еще не удалось Сдал квартиру в Москве, да? Да, да. Но я ехал к тете домой. Вот. Ну, первый период как-то надо было в Москве, это все-таки сложно обосноваться и все это проживать. И получается так, что девочка остается одна, и надо что-то делать. И я в этот же момент звоню своим родственникам. Причем вот, мои и говорю- коллеги даже не волновались по этому поводу, да, которые, и говорю, собственно, что со мной такая летели. ситуация происходит, нужно что-то делать. Да, вообще без проблем, сказали, все, приезжайте. А там квартира была очень маленькая. Там, в принципе, 2 человека на кухне, это уже все. Мы друг другу мешали. Вот я думаю, с того периода началась такая прям вот дружба, прям дружба такая. Таких историй множество. Да, ну, Действительно, я по не знаю, очереди почему в так кухню, на кухню. получалось. Да. Вот самый Очень сложный серьезно. момент, даже когда я сломала ногу, Армен оказался рядом, возил меня в больницу. Ты помнишь, Да, как да, ты да, меня да. катал Альдона, на коляске? поступок Армена. Для вас чужой человек, ну что, летели вместе в самолете из Абхазии. Нет, то есть мы были знакомы. Просто были. знакомые. Что вам подсказал Армен своим поведением? Что это за человек? Что он действительно мужчина, достойный. Ранее ему об этом не говорила. Все время заставляем краснеть Армена и Альдона. Они в объективе, в фокусе. Мы столько знакомы и не знали эту историю. Не то, чтобы были знакомы, а мы уже дружили какое-то время, потому что мы проучились в училище 4 года. Вместе мы учились. Я бы не да. сказала, что мы дружили, Армен. Нет, А какие качества у Армена? Не Прям только просто творческие, а что вот человек. чувствуешь, Альдон? Я Какие принимаю всё. качества и достоинства? Мне нравится то, что он настоящий, он очень добрый, очень отзывчивый, Это точно. очень заботливый. И в нем действительно очень хорошие такие мужские забираем. качества. А у Альдоны какие качества? Слушайте, как будто мы давай поженимся. У Альдона есть такое уникальное качество создавать ситуацию, чтобы я был всегда рядом. Еще больше интриг, еще больше больше вопросов, интриг. чем ответов. Хорошо, дадим вам паузу с Альдоной. Всё решено на небесах, на божественных часах пробил час любви. Не жалей, мое сердце, ни о чем. Мы теперь навсегда вдвоем. Свет самых ярких звезд, самых чистых грез вместе сохраним. Одна любовь, две судьбы. Одна любовь не предать, не забыть. Глаза в глаза, руке рука. Венчает нас одна музыка. Мир для двоих, как тронный зал, отражается в глазах красота души.
Посмотри мое сердце и поверь, этот мир только наш теперь. Кто любит, тот хранит замыслом одним, что любовь вершит. Одна любовь, две судьбы. Одна любовь, не предать, не забыть. Глаза в глаза, руки в руках. Венчает нас одна музыка. Одна любовь, две судьбы. Одна любовь, не предать, не забыть. Глаза в глаза, руки в руках. Венчает нас одна музыка. Венчает нас одна Браво! Просто прекрасно. Было Спасибо. прекрасно. Наня, Давайте, дадим слово. Наня. Мы с Алхасом дружим с музыкального училища. Причем он учился на факультете виолончели, я пианистка. То есть там вообще вокалом и не пахло. Нана-то пела, она всегда любила петь, а я, ну, как бы мы дома пели, ну, играл на То есть мы струнах. дружим еще с музыкального училища. С 17 лет. Постарели, в общем-то, Вы вместе. где-то в самолете случайно не летели в Москву? Нет, ну вы знаете, у нас очень много друзей, вот вся та наша, как говорится, плеяда, мы до сих пор дружим. Но это были самые, можно сказать, веселые, счастливые наши годы, потому что, ну, после войны время было непростое, правда? Но мы умудрялись на 3 копейки бежать после музыкального училища в эту клеточку, да, где эти пончики, На пончики, берег. булочки, как обычно. Вы любите булочки, вы об этом уже говорили Да, до мы через начала клетку передачи. ходили на берег, чтобы Нане купить булочки, пончики. То есть потом у нас образовалась команда КВН, мы играли в КВН. Алхас тоже играл Да, в КВН? конечно. Кстати, вот там и выяснилось то, что у меня есть Голос. голос, да. Мы там дурачились, что-то я низким голосом пел, где-то Мы все фальцетом. пели, играли. Я, кстати, была капитаном команды. Я похвасталась. Да, так и было. Хорошо. И как вы подошли к тому, что вы выбрали профессию артиста? Вы помните этот период? Конечно, да. Вообще я в музыкальном училище на первом курсе получила травму руки и пальца. Я упала неудачно, и, в общем-то, это судьба, я думаю. Свыше я уже перестала быть пианисткой, потому что это невозможно. У меня не функционирует второй палец указательной левой руки. Поэтому, До сих пор нам? да, до сих пор. Ну и, в общем, переломный такой момент, и я стала увлекаться пением, то есть самодеятельность. Мы пели эстраду, там Акармацис был конкурс, я в нем участвовала. Потом у нас образовалось трио с моими сестрой и коллегой Асидой Шакай. Мы ездили в Майкоп, там занимали места гран-при. То есть вот это вот все ушло в это русло. То есть о классическом пении, естественно, я вообще никак не думала. Но у меня случился такой момент, когда на одном из концертов я услышала пение Мананы Петровны Шамбо. Она пела Качини «Аве Марию». Ну, мне так понравилось, я была в таком восторге. Ну, мне до сих пор кажется, ну, я считаю, что она одна из лучших исполнительниц этого произведения. И я впечатлилась. Я такая думаю, как это красиво, я тоже так хочу. Но меня вообще переклинило, прям совсем резко.
То есть я оборвала все свои, как сказать, эстрадные хвосты, да. Переключилась. Это было, кстати, на 4 курсе музыкального училища. Вот. За 2 месяца я подготовила программу и поехала в консерваторию в Ростов, поступила. Ну, естественно, там были предпосылки, у меня были способности, ну, иначе бы я не смогла. Алхас, вступай в диалог. Как ты переключился на пение? Да, как ты На переключился пение? на пение. Да. Ну, вы и так знаете, что наша семья вся певческая в сфере искусства, и с детства пели и танцевали. Но я играл на инструментах. До войны, до начала войны я ходил на скрипку. Ну, после войны не было педагогов, отдали меня на виолончель. И помимо музыкального училища, еще в художественное училище ходил, я не мог определиться, что мне выбрать, живопись, музыку и так далее. Но вот, как Нана сказала, мы в КВН участвовали, там какой-то номер был, где я пел. Кстати, Песню Аллы Пугачевой. извини, ты еще нам нарисовал тогда эмблему нашей команды. Да, да, кстати, да. Она у меня хранится до Вот. сих пор. Кстати, в КВН, когда участвовали, там были разные команды. После вот этого КВН, по-моему, я образовалась команда «Нарты из Абхазии». Да, там были участники тоже, вот Скворчерин, Мамука Да, был. да. Мы с Да, ним. да. У них капитанский конкурс был. с Не Мамукой. будем, это не- Интерес, нет, просто интересная надо. жизнь была. И уже на 3 курсе, собственно говоря, я определился, вот после КВН я петь начал. Благодаря моей маме отвела меня к педагогу, царство ему небесное, Николаю Найденову. И вот за год он меня подготовил к поступлению в консерваторию. Вот так я и понял, полюбил классическую музыку. Кстати, мой первый педагог Манана Шамба. Я И вот, забыла кстати, об этом мы с сказать. Арменом там Наш же и общий. познакомились Да. у А и одного Альдона, кстати, педагога. Которая, собственно, вот, поверила меня. А, и у вас один да, преподаватель. у У вас Найденова. да. один педагог, и у вас, получается, нас, да? да. Анна В музыкальном Петровна училище, Шамба. да. В музыкальном училище, вот я когда попал, и еще не понимаю, куда я иду и чем я буду заниматься, как раз прослушивал меня Николай Иванович Найденов, Царство Небесное, вот, и сказал, что голос большой, будем продолжать в направлении академического пения. Я в недоумении, и вот, в общем, так и познакомились с Хасиком. Домой к тебе приходили, Да, мы постоянно то есть и общались. распевались, и общались. Он такой очень был близкий, свойский такой. То есть это очень важно между Мы к педагогом нему и... домой ходили, Да. да, он нас и кормил, Да. и музыку ставил, слушать Семейные которую... И Да. гладил Да. даже вещи на экзамены, Да, я помню. Как Здорово, интересно. да. Я вот смотрю, сколько у вас историй, которые интересно слушать. Обязательно мы продолжим. Вот артисты Вапсо Культурашта, без песни никак. Тем более у каждого из вас уникальный голос, красивый голос. Можно услышать. У меня будет личный концерт сегодня. Я ваш зритель. А кто начинает? Алхас, вам не удастся отвертеться. Я видела в социальных сетях, очень красиво поете песню Элвиса Пресли. Мы требуем. Да. Ну, если Абзаг нам поможет, правда, это будет эксперимент, мы не репетировали ничего, как Промп, получится, да. так Вы получится. знаете, импровизация потом всегда Наверное. оказывается самой вкусной. Хорошо, попробуем. Абзаг? Я только за. Wise men say only fools rush in. If I can't help falling in love with you, shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely through the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Браво! Абзац, спасибо большое. Браво, Алхас, Есть наша палочка-выручалочка. Спасибо. Как у нас вообще сложился дуэт, Армен? Это такая история, да, Господи? А сейчас я вам расскажу. Дуэт у нас сложился тогда, когда у нас было мероприятие. Свадьба была у нашей близкой подруги. Это Белла Саидовна Ахба. Знаете, такую пианистка, просто великолепная. Вот, невероятный человек. И у нее большой друг. женился племянник родной. И вот с чего вообще начался наш дуэт? Мы спели там первый раз дуэт Киркорова и Нетребко. «Голос», вот, который такой знаменитый Который, дуэт. собственно, предложила Белла Саидовна. Да, который, в принципе, она и предложила спеть. Мы вообще не ожидали, как вообще все это будет. И мы спели. И после этого дуэта прошло сколько? 2-3 года, да, прошло? Только тогда мы его стали исполнять уже на концертах. Может, это Произвели- как-то стечение обстоятельств, но уже вас как дуэт принимают зрители. После Кремлевского дворца, да. Да, наверное, это был такой, Такой самый отправной пик. точкой, пик, да. Вы с Алхасом поете дуэтом? Мы с Алхасом, Класс. Алхас вообще Пели творческий муж. Потому мы что часто- Доступно и мы все просто. время Алхас, с ним надеюсь, никто поем не дуэты. обидится? Это же как его... Да. Вы меня пугаете. Мы с Это же не шоу-бизнес, это нормально. Мы с Алхасом постоянно поем какие-то пары У меня такие супружеские. роли, я извиняюсь, Да, перебиваю, у меня очень много жен. да. Ну, роли такие, Ну, а здесь такая профессия, у что нас поделать. в Абхазии постоянно мы с Алхасом на сцене поем дуэты, именно там муж, жена, там Да. по каким-то Фигаро, там, да, ну Сюзанна, разные, там. Сюзанна и так далее. Так что, ну и помимо этого, естественно, мы с Алхасом давали несколько раз концерт сольный. Я смотрела ваш сольный концерт Да, оперный. ну то есть мы давно уже поем вместе. А экспериментируете с эстрадой или другими песнями? «Бай-бай, Салашара» вы поете вместе? Да, Мы и пели с пели Нукдаром Какали «Бай-бай, Салашара». И также я пела вот в стиле кроссовер с Ливаном Пхаладзе «The Prey». А с Алхасом мы пока еще так не шкодничали. В смысле, может быть, еще все впереди, но мы пока только классический Вот репертуар. Армен и Альдона вдохновляют. Не, на самом деле очень потрясающий дуэт родился. Это очень важно, потому что в дуэте должно быть что-то одно Знаете, целое. да, Вот стиль то, что кроссовер у все-таки них это же предполагает, есть. один голос поет классический вокал, а другой эстрадный. То есть смешение Можно немножко стилей. еще про стиль кроссовер, чтобы было Ну, понятно тем, зародился кто он нас где-то слушает? в 70-м году, да? Да, это получается? когда два 70-х, стиля да. смешиваются. То есть попса, поп-стиль и Ну, основополагающий классическое является оперное академический пение. Да. вокал. Кстати, вот Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. Да, Ну, это они, одни из собственно, были первых. первыми исполнителями одним кроссовок. из Из первых показателей И, такого прям собственно, оттуда уровня и пошло хорошего. это. Вот они в можно сказать, 80-м направление. выпустили альбом «Барселона», Да. первый их альбом. И их эксперимент оказался очень удачным. Да. Чем полезен этот парный вокал? Плюсы, минусы, В смысле, сложно именно работать. смешение И- вот этого, да? И работать в дуэте. Это всегда сложно. интересно. Это интересно, да. Конечно. Это, наверное, и сложно. Это может Нет, быть. это Нет? Профессионалам Сложность не в том, сложно. чтобы гармонировали голоса, Да, сочетались. сочетались.
тембры. Несочетаемое сочетать. То есть это тоже бывает, что человек может быть как певец очень хороший, профессиональный, но когда у партнера другой голос, они могут не сочетаться в дуэте. Как сольные певцы очень хорошо звучать, а в дуэте могут быть не может быть дуэта. Артисты должны друг друга чувствовать. То есть Конечно. В дуэте нету слушать. главного, там они Конечно. вместе, это как Гармония, одно целое должно Да, быть. взаимопонимание, межличностный характер. Ну это тоже влияет. Это влияет, это более да? Конечно. второстепенно, но Это первое важно, это профессионализм. это важно. Вот Альдона говорит, что для нее это в первую очередь отношения. Конечно. Нет, ну вы знаете, мне и всем нам приходилось петь с партнерами, с которыми не дружим, например, да, а просто коллеги. Там нет никаких... Ну, в оперных Но постановках. это уже да, была постановках, высшая да. степень актерского мастерства. Нет, в постановках это да, это постановках, профессионализм, да но нет, если да и в дуэт концертах рождается, там... общих, в сборных тоже есть такие моменты, когда ты не дружишь так тесно, но ты работаешь. А если с человеком вообще не симпатичен тебе? А в Ну, этот не любом человек, будет. случае нет, Нет, нет. нет. Профессионал Трудно должен без работать даром. с любым. Нет, работать, да, но чтобы дуэт создать, если должны добровольно, быть, то да, да, конечно, без человеческих каких-то качеств, Да. притяжения, грубо Да, говоря, это да, правильно, да. конечно. внутреннее. вот Здесь это. надо четко понимать, что ты делаешь и откуда это все исходит. Это Музыка очень же это важно, все-таки да. эмоции. Поэтому, И также конечно. должны Эмоции, сочетаться палитра голоса, чувств и так далее. непременно тембры должны сливаться, ну то есть гармонировать друг с другом. И потом вы слушателя никогда не обманете. Да. Да, в спектакле, возможно, хороший профессионал, он всегда это не покажет, но когда дуэт рождается, ты постоянно в дуэте, ну не обманешь ты зрителя. Конечно, Нужно, всё чтобы идет привлечь от это. сердца, Человек, когда души. слушатель, он слушает, он хочет получить эмоции. В этот момент это как медитация. Он должен расслабиться и окунуться вот в то, что происходит на сцене. Здесь и сейчас. А вообще- если этого нету, то он будет отвлекаться, Всё ему будет правильно. это неинтересно. Магия должна происходить все же на сцене. Да. Ну, дело в том, что когда на одной сцене профессионалы и еще и плюс дружат, то там вообще слова излишние. Ну Супер. Есть для творческого развития возможности в Абхазии? Вот не чувствуется, что потолок припирает, а хочется еще больше раскрыться, взлететь? В рамках нашей страны мы делаем все, что возможно. Ну, то есть мы участвуем во всех мероприятиях. Естественно, их не так много, к сожалению. Хотелось бы больше. У нас не такая активная творческая жизнь, как в других Крупных да, странах. И даже в нашей стране есть театры, которые работают более интенсивно, чем мы. Ну, драматический, например. Возьму в пример русский театр. Да, это вот образец. Они молодцы. А вы бы хотели, чтобы так кипела Мы жизнь? мечтаем Безусловно. об этом. Филармонии. Мы об этом мечтаем. Не только в филармонии. Мы мечтаем о том, чтобы в стране, в нашей, было востребовано наше классическое оперное пение и вообще классическая музыка. Мы в этом очень нуждаемся. Вы считаете, Мы- что не востребовано? Ну, недостаточно, конечно. Это показатель нашей зрительной залы. То есть сколько зрителей к нам приходит. Сколько приходит? Очень мало. Что касается филармонии, есть плановые концерты, которые мы должны, исполняем. Каждый должен спеть сольный концерт, потом есть общие концерты, там, приуроченные к Дню Победы, допустим, к Новому году, там, к 9 мая, такие тематические концерты. Мы это все поем, но это недостаточно этого. Как сказать, мы свою работу выполняем, как мы умеем, от души, как мы научены, да, но мы никак не можем повлиять на то, чтобы зал был наполнен. Это не в нашей компетенции. То есть мы свою работу делаем. А в чьей-то компетенции? Так понимаю, что нужны менеджеры, продюсеры, которые будут организовывать. Я И думаю, нужны знаете, я еще думаю, меценаты. такой Понимаете, вот чтобы сделать интересный сказать. концерт в филармонии тоже, да, чтобы привлечь, допустим, наш же оркестр камерный, в котором я тоже пою, я там работаю солисткой. То есть для этого всего, даже для элементарного, интересненького такого концертика нужны средства.
Понимаете? Вот чтобы это сделать красиво, пригласите режиссера, чтобы он срежиссировал этот концерт. Допустим, как-то антураж какой-то произвести на сцене. Для всего нужны средства. А, к сожалению, мы этими средствами, филармония не обладает. Тут Поэтому даже не все филармония, потому что артисты, наше дело Ну, выйти на сцену да. и сделать свое дело, как бы свою работу. Что мы и заниматься делаем. организационными делами, если мы занимаемся, артист занимается, ты уже уходишь в какие-то Не туда, да. другую сторону, Это и уже тут мы тратим творчеством, свои силы не на то. творчества нет. Вот сейчас обозначаем эти проблемы. Я так понимаю, одна из проблем – это то, что вот мало таких площадок, мероприятий, где артисты могли бы выступать. Нет, площадки Площадка-то есть. у нас есть. Площадки Публики есть. Публики Тут нет, да. дело даже не в этом, а в том, что культура наша в сфере искусства, давайте будем говорить прямо, она на низком уровне. К большому сожалению. сожалению. Это, конечно, много факторов, война и так далее. Страна не может как бы на ноги встать, опять что-то происходит, постоянно как что-то негативное происходит, поэтому не может развиваться. А из-за этого человек духовно опустошается. Это очень важно, вообще, когда народ культурно воспитан. Тогда и в любой сфере человек развивается, отношение к своей работе другое, к Конечно. природе, к друг другу, к животным и так далее. Ко То есть всему. если только заниматься там экономикой, строительством и так далее, если человек не образованный, не культурный, то есть, что бы ты там ни построил, то есть, туда придут, грубо говоря, да, там, дикари и разрушат это. Если человек образованный, То культурный, есть одного то это интеллекта будет... мало. Ну, Нужно тут и совершенно Надо другое. прививать это все с детства. вместе должно быть, да, это Духовная с детства, нравственность да, должна да, быть да. внутренняя, Потому что безусловно. человек духовно развивается. Когда человек приходит на какое-то представление, вот в театр, например, да, он попадает в ту атмосферу, Другой он мир. расслабляется, он не думает о негативе или о чем-то в этот момент, там, пока Он спектакль идет растворяется часа просто. два, да, к примеру. Он отдыхает, мозг отдыхает. И Вдохновляется. он выходит, он воодушевленный, не думает о плохом. Это очень важно касаемо искусства, вообще музыки и так далее. Поэтому это нужно развивать с детства. Конечно. Когда мы сейчас говорим о культуре, мы сейчас говорим именно о классической И музыке. вообще в целом, но мы как Ну, бы больше мы говорим о классическое, но в классической, целом о конечно. культуре. К какому направлению тяжелее? Классической музыки? Классическая Конечно, музыка сложно сложная, это классическая. Конечно. интеллектуально высокий Это жанр сложное искусства. жанр. И он Потому сложен что, для восприятия. да. Его поэтому нужно воспитывать с детства ребенка к такой сложной музыке. А она на самом деле не сложная, она прекрасна и многогранна. Это вообще философия.
не раствориться. Мне обидно, например, когда вы говорите, что залы полупустые, когда бывает приезжают артисты из-за рубежа, и залы заполнены, билеты куплены за несколько дней, и цены на эти билеты не дешевые. Что это тогда, если вот вы говорите не востребовано в обществе, но и тем не менее, когда приезжают другие артисты, наши же находят для этого возможности, средства и время? Но вы Что имеете это? в Не виду поддерживать своих артистов каких? Классического жанра или любых? и классического жанра в том Ну, числе. классического жанра такая же история, в общем-то. Кто бы ни приезжал к нам, ну, за исключением Хиблы Гирзмала, такая история. Ну, потому что Картинка человек, например, одинаковая. редко приезжает и думает, наших артистов я и так услышу, послушаю, да, такой тоже Нет, а фактор вас- существует, что вот, например, все равно, как это касаемо, вот как А мы я на вот- море живем, на море не ходим, потому что все равно завтра схожу, и как бы Нет, так. сколько раз Тоже у нас бывает такой проводились момент. концерты, приглашались разные солисты с разных филармоний России, да, городов, и такая же картинка была, так, ну, не очень... Но здесь про другое чуть-чуть, да. А Анна, если, вы- например, вот парадокс, вот ничего личного, как говорится, но вот в филармонию, например, приезжают какой-то певец, С имени. ну, например, с Северного Кавказа, кто-то, допустим, не будем, полный зал, то есть там Реклама. песни, Реклама. это то, песни, что например, которые я слушает никогда слушать не публика. буду, потому что, ну, не понимаю. Что популярно, Ну, имеется в виду. Что популярно? Ну, так скажем. Должна ли быть доступна каждому такого уровня музыка, как классическая музыка? Должна. Не, вообще, не для конечно. каждого уха, наверное. Ну, вы знаете, классическая музыка, она ведь и разная по сложности. Есть более такие для восприятия ну, произведения да, легкие, такие да. жанры. Все, как говорится, в классической музыке тоже есть много ступеней. То есть до простого и до очень сложного для восприятия. То есть мы, естественно, что-то среднее берем в репертуар, чтобы не сильно грузить наших зрителей, но и дать пока, ну, послушать. Ну вот, например, вот Что-то- их дуэт в стиле кроссовер, вот как раз тот случай, когда можно воспитывать публику, дать им то, что им нравится, и в то же время там и классика есть, Да. чтобы человеку было интересно потом прийти, этого человека послушать в другом жанре. Как-то так хотя бы, если Вы прививать. это нашли тоже выход из хорошо, да. положения. Вот как раз это тот стык, смешание стилей. Мы, это не значит, что мы не любим это, наоборот. Я очень люблю конечно. эстрадную музыку, она Кого прекрасна. слушаете? Да, я всех слушаю. Я могу слушать все. Но если это качественно, если это красиво, если это мне по душе, я очень люблю слушать. В начале нашей передачи вы пели песню «О, Бара Фатима». Вы сказали, что эта песня к вам Мне Ну, нравится. например, я Лёгкая. дома классику практически не слушаю. Ну, иногда хочется послушать, но в основном и в машине там я Pink Floyd, там, не знаю, Red Hot Chili Peppers Да. слушаю. Ну, такая Это музыка, тоже то есть, классика, да, ну, немного да. в другом исполнении, но классика. По поводу вот участия в фестивалях, международных фестивалях, конкурсах, да, да? в конкурсах, что Да. вы скажете? Ну, вообще это важно, конечно, для любого артиста. Во-первых, когда артист, например, если выезжает за пределы своей страны, он представляет свою страну. Вот как, например, вот Альдон и Армен представляли, они в проектах участвовали, причем в крупных и хороших достаточно, представляли нашу страну. Вот он один в один, когда участвовал, мы все болели всей страной, слушали. Шоу-проектах, Шоу-проект. Его часть недавно тоже он ездил. Вы имеете в виду шоу-проект И или что- и все-таки то- классические конкурсы? И классические конкурсы, и шоу-проекты, ну, вот то, что происходит, например, Вот вне Альдона в нашей «Голосе» тоже республики, участвовал. когда Кстати, куда-то такие выезжали. хорошие проекты. Я очень люблю проект «Голос». И «Один в один» мне очень нравится. И смотрю, например, это «Сотня». Когда... Ну-ка все вместе. Ну-ка Ну-ка все вместе. да, и Потому что там обнаруживается, что столько прекрасных певцов, которых не знают, а вот это шанс себя показать, Проявиться. да, проявить. И, кстати, здесь вот тот факт, когда касаемо искусства, человек может представлять свою страну.
То есть Ну, куда бы трудно ты ни поехал, попадать на да. такие Ну, конкурсы. не просто, конечно. Вот сложно, какая у вас Ну, была пусть расскажет история? Армен, потому что он в последнее время вот Я последнее время, да. участвует. Ну, как у меня сложилось, это как-то я подавал на проект «Голос», вот, и вроде как одобрили меня на «Голос», потом что-то произошло такое, что меня как в резерв взяли, и все, в общем, я решил оставить это дело, больше не заниматься этими подачами заявок, вот. И у меня, кстати, вот Гудиса, Ферзба, брат Алхаса, он просто настоял на том, чтобы, он говорит, мне звонят, спрашивают, услышали тебя, хотят с тобой связаться. Я говорю, нет, ни в какую. Я говорю, я не верю никому, я ничему не верю. В общем, я не хочу, я хочу заниматься просто творчеством. Там у меня тоже на стыке, где классика, где эстрада, все вот это перемешалось. Вот, и, в общем, очень много раз он мне позвонил, попросил, все-таки он добился, чтобы я дал номер свой редакторам. Вот они со мной связались. Я отправил заявку, анкету. Я, кстати, в тот период попал сразу на 2 проекта. «Один в один» и «Ну-ка все вместе» первый сезон. Но так как я уже прошел финал на проекте «Один в один», они меня уже не взяли туда. Они предлагали мне, по-моему, в 100. Я сказал, ребят, я хочу заниматься творчеством, петь, не танцевать, петь. Вот. И И какая там кухня? кухня. Нам всегда это интересно, то, что за кадром все. Атмосфера. Атмосфера была По вообще, мне вообще очень доброжелательно, что обалденная, на голосе, что да, мы у атмосфера. тебя. Потому что все девочки, которые работали, все участники, которые принимали участие в этом проекте, то есть настолько были Тебе запомнить девочек. доброжелательные вообще. Ну, все было по-человечески от души, вот так я скажу. Все по-честному? Ну, можно сказать, что да. Можно сказать, что практически все по-честному. Ну, иногда бывают моменты. Бывают исключения, вот так скажем. Когда Альдона участвовала в «Голосе», я звоню Альдоне, чтобы пригласить ее в Шишибзепсенпела. Почему-то я решила, что она уже звезда. И с такой слабой надеждой вряд ли она согласится прийти. Сейчас, наверное, она там занята этими проектами и так далее. Сейчас на таком уровне. Я звоню ей. И так, готовая получить уже отказ, говорю, вот я вас приглашаю. Она говорит, хорошо, я приду. И я для себя говорю, какой она хороший человек. Потому все редакции говорят, посмотрите, вот она сейчас вот на пике, все они говорят и показывают по Первому каналу. Она вот такой А очень почему, мне добрый, интересно, значит, у вас сложилось такое впечатление? потому что, как бывает, если тебя уже знают, ты становишься известным человеком, ты уже немножко так заносчивый. Практически Да. ответ на Это вопрос всегда ваш. Почему? стереотипно, Да. стереотипно. Практически ответ на ваш вопрос. Почему приезжают, когда вот, другие артисты из других стран, почему полные залы? Вот только поэтому, потому что вот в вашем Засветились ощущении на было то же телеэкране. самое, что вот, ой, Первый канал, ой, там, Россия-1, НТВ, сейчас ТНТ. То есть вот это все на таком уровне. Ты не хочешь рассказать тот момент, когда я выходила на сцену, что ты испытывал внутри? Когда? Это когда в «Голосе»? На «Голосе». Там тоже он Я, был между рядом. прочим, охрип вообще. Армен Я- был рядом? Конечно. Так я чуть в обморок не упал. А Там то есть он вообще- же болельщик Я был. была настолько спокойна внутри, я выходила вот как к себе домой на сцену. То есть всю Ну а энергию она как это забрала. получалось? Как Как будто бы он получалось? принял все это, вот всю мою вот тяжесть внутреннюю, он взял на себя. Да, все волнение как будто бы отразилось только во То мне. есть Армен так нервничал, что на его фоне... Безумно нет. Мне Чтобы просто вы ребята понимали, меня рассказывали вот его на состояние. территории Мосфильма вот так вот вдвоем девочки держали, у меня ноги подкашивались. Казалось бы, на сцену выходила я, да? Да, а Армен сам участвовал в больших проектах. За себя так волновался? Или вот так за это Альдону другой Нет, вопрос. волновался? за себя нет, ну вот как-то все, да, ушло вот в эту вот поддержку головой полностью, да, что мы должны были какой поддержать своего. Причем я была совершенно спокойна. Благодаря Армену Олеговичу, конечно. Какие выводы спустя вот некоторое время, мы же всегда, когда оглядываемся назад, уже ситуацию видим по-другому. Вот
Сейчас как ты видишь вот этот этап своей жизни, этот опыт, который был в «Голосе»? Ну, это знакомство, во-первых, с маэстро. Ну да, безусловно, знакомство с маэстро, конечно, я благодарна Господу Богу за стечение обстоятельств, что так вообще все сложилось, что звезды сошлись, потому как я вообще не была готова попасть на «Голос». Это случилось совершенно неожиданно для меня. Это действительно было чудом свыше. И слава Богу, что это случилось в моей жизни. Я благодарна этому опыту. И многое я, собственно, получила. И благодаря Александру Борисовичу, его заботе, конечно, его каким-то рекомендациям. Это очень хороший опыт. И спасибо Господу Богу за это. А вот по поводу некой звездности, не хотела говорить это вот такое пошлое слово, в характере не поменялось. Наверняка люди узнавали на улице это Альдона. Да, было такое, конечно. Но я вообще хочу сказать, что вот раньше я была довольно-таки такой амбициозной девочкой, да. А Амбиции сейчас это я ведь стала неплохо, такой смотря как их настоящей, используешь. более настоящей. Это, наверное, мой путь, мой внутренний путь, моя трансформация внутренняя. Вот, и я очень, очень довольна собой, вот именно такой, какая я есть сейчас, в данном моменте, потому что быть амбициозной, все же я считаю, что это все должно быть, конечно, разумно. Это опыт большой, когда человек участвует в проектах, конкурсах, человек растет, работает над собой не только в своей профессиональной сфере, а вообще внутренне, духовно. Это отношения с людьми, общение и так далее. Ты ездишь в разные страны, общаешься с разными людьми, у тебя, ты развиваешься, то есть всесторонне. И это очень важно. И то, что вы говорите касаемо звездности, смотреть там, да, на людей свысока. Нет, этот человек изначально, он такой есть. Просто когда ты сталкиваешься с какими-то ситуациями, обстановками, и истинное лицо человека проявляется. Но человек, занимающийся искусством, это, конечно, все-таки он внутренне духовно растет. Широкий Поэтому, человек. да, и тут не может быть по-другому. Это внутренняя уверенность. Широта Да, души уверенность, должна да, быть у появляется, такого конечно. Я бы Ну, человека. это приходит с опытом. спокойствие. Ну, Да. тема вообще сложная, непростая. Люди искусства и говорят по-другому. Тембр у них другой. Я вот с вами сейчас начинаю говорить, общаться, и я вижу, что я тоже становлюсь какой-то степенной. Трансформируюсь Эмоции здесь тоже, да? Ой, вы не видели, когда мы гуляем, как говорится. А вот не, про ну про то, мы что все- гуляете, сейчас хорошо напомнили. Я думаю, что надо спеть. Да. Надо спеть и поднять нам. Не, у нас настроение и так хорошее в студии, очень тепло мы общаемся с Ой, артистами. Я хотела бы попросить вас спеть с Арменом. Аппаратная режиссера, да, просит нам еще раз. Они вот кивают, чтобы Ну, давайте Альдона попробуем. и Армен нам спели. А что вы нам сейчас споете? А мы вам споем сейчас, собственно говоря, дуэт, с которого начался наш творческий дуэт. Союз. Да, союз, творческий союз. Называется песня? Голос. Голос. Можешь ли в секрете ты хранить в секрете музыку мою? Обещай, что можешь, обещаю тоже, тайну сохраню. Я тайну сохраню.
Вы красивые, талантливые, энергичные, сочные, я бы сказала. Спасибо. Я считаю, таким должна быть наша богема. В хорошем смысле этого слова, Ну, в самом лучшем. В моем культурном. понимании все-таки культурная элита, наверное, должна быть, с которого нужно брать пример, да, вот, чтобы им было интересно. Вот это касаемо всего, и музыки, и вкуса, и манера общения, не знаю, одежда, все в комплексе, как бы с этого должны брать пример. А где там молодежь. учатся? Учатся, когда люди занимаются музыкой, искусством, это к этому сам приходишь. Ну, касаемо вкуса, вкус он есть или нету, ну, воспитать вкус очень сложно, но хотя Но бы возможно. приблизить По мне это можно. внутреннее проявление. Да, конечно. внутреннее проявление. Ну, много нужно читать, много нужно слушать, смотреть хорошую, Да, качественную музыку. саморазвиваться. Это так же, как Саморазвиваться. еда, да, вкусная, качественная, Конечно. так же, как фастфуд. И музыка Да. также Абсолютно верно. воспитывает, да, вот такая должна быть. правильно. Ну, в моем Ну, понимании. мы как вы сосуд, дополните. понимаешь, Да, да, что мы в себя вмещаем, Да. это очень важно. Что и будем выдавать, собственно. Есть у нас такая прослойка в обществе, которая выглядит как культурная элита. Если нет, как взрастить, насколько она необходима, существует ли дефицит таких людей в нашем обществе? Конечно, есть культурная элита у нас в стране. Слава Богу. Очень много. Вы говорите, есть много. Вот мы создали этот проект «Абсокультура Ашта», инициатива Ирины Шотовны. Не так часто я могу найти людей, которые... Никого не хочу обижать, конечно, они есть, но сказать, что вот прямо у нас есть большой выбор людей, гостей для этой программы, которые могут и рассуждать, и есть понимание, какой должна быть абхазская культура, и в то же время и талантливы, и выглядят как представители вот такой элитной культуры. К сожалению, такого большого выбора у нас нет. Ну, Так я вижу. ну, мне кажется, все, кто причастен к культуре, все таковы. Ну, взять опять-таки молодые актеры, артисты вот в Кстати, театрах, да. которые работают, их очень много, они любят искусство. Касаемо музыкантов, есть, да, конечно, может быть, они не все вместе, каждый сам по себе, но все равно как-то по чуть-чуть развивается, и молодежь тоже мы общаемся. Есть. Вы и советуете по чуть-чуть. лучше искать? Может, есть неизвестные имена? Есть, конечно. Мы когда с молодежью общаемся, и очень интересно. Они все есть очень интересные развитые. люди. Креативные. Надо Да. с ними просто Немного начать другим мышлением можно общаться. В ногу со временем и в то же время не теряя свои традиции, свою культуру, они, ну, мы хотим или не хотим, мы должны двигаться в ногу со временем. Ну, так же, как вот касаемо сотовых телефонов, интернета, мы же все, половина нашей жизни там. То есть там много информации, которую можно брать для пользы. Да? Да. То, что раньше не было, по библиотекам нужно было ездить, искать и так далее. А сейчас вот тоже, как вот Нана затрагивала тему, в соцсетях можно выкладывать, показывать. Не нужно стадионы собирать, ты можешь миллионы собрать. Если это качественно, интересно, люди будут, конечно, это слушать и репостить и так далее. И ты становишься известным, сидя дома. Может быть, поэтому нет таких, как сказать... Желание посещать живые концерты. Нет, я имею в залах, виду да? элита, то, что вы говорите, общество. Может, поэтому нет, может быть, они сидят в соцсетях, их просто нужно как-то собрать даже в Ну, соцсетях. соцсети это, конечно, палка о двух концах. И зло, и добро. Смотря Выбор что за ищет нами. пользователь. Да, Выбор выбор, за да, нами, выбор да. за нами. Научиться делать правильный выбор, этому надо учиться, мне кажется, всю Всю жизнь. свою жизнь. Это правда. Как И не вы- бояться, главное. Новое. Ага, Новшество. в этом смысле, мне кажется, вы очень смелый человек. Не, ну любой человек, когда что-то новое, он всегда боится, это сущность человека. Но если мы не будем двигаться, будем только на прошлое смотреть, у нас не будет будущего. Конечно. И
и ради чего. Когда вы говорите не бояться, что имеется в виду экспериментировать, Пробовать. Это выходить тоже. на публику, Пробовать что-то надо. новое. Конечно. Развиваться. Вот и когда идти кто-то в что-то новое это там, делает, собственно, и рост. не искать в этом плохое, Плохое. а что-то хорошее, и чтобы добавить туда. Конечно. То есть, да, А кто судьи? Кто мы, ваши народ, Люди. народ. люди? Ну, Конечно. можно ли доверять вкусу людей? Это же масса. Опять-таки, много. если каждого это свой настоящее, зритель. если это настоящее, то человек воспримет это хорошо. Вот смотрите, вот вы только что недавно говорили, что мне понравилась песня Обара Фатима. Да, если взять, разобрать эту песню, она же очень легкая, примитивная, но она, как сейчас модно говорить, она заходит. Потому что она в этом, особенно в клипе, ведь он очень такой с подтекстом. То есть, кто смотрел, тот поймет, о чем речь. И там много юмора, там есть какая-то насмешка над чем-то. То есть он совершенно интересный. Он, я не хочу говорить, разбрасываться Смелый. такими, да, смелый и юморной. То есть мне нравится, и даже вот это вот примитивное Обара Фатима, да, запоминается, но это тоже новое сейчас. Это вот сегодня сделано, и это мне, например, нравится, да, у них нашелся зритель. Это как я думаю, очень много. Поэтому у каждого артиста будет свой зритель, ну, если он себя считает артистом. А Да, можно в любом себя случае. не считать артистом, но выходить на сцену? Такое вообще возможно? Ну, на сцену, конечно, должны выходить не все подряд. Ну, А это как, моё а мнение. как должна существовать эта фильтрация? Должна существовать. Сообщество музыкантов, я думаю, Это должно так же, как, собираться да. и вот говорить, вот это вот да, а здесь чуть-чуть, Ну, смотрите, ребята, вот и- не в ту сторону. Чтоб зря время не терял Есть человек площадки и- для тех, кто вот как самодеятельность, да, есть же такие ДК, там и все такое, и на улице где-то там попеть, ну, форматы разные у всех. Ну, профессионалы, они должны существовать на своей профессиональной сцене, естественно. А те, кто не профессионал, то у них есть, да, в любом месте они могут себя проявлять. Тоже дома, перед телефоном и вперед в соцсети. Да? Здесь присутствующие все имеют основательное музыкальное образование. И Да. это и не 4 года, как я понимаю, и не 5 Фундаментальное, я бы лет. сказала. Врачи всю жизнь учатся, Так но и настоящие музыканты. профессиональные артисты тоже много лет учатся. А артисты, я уточню, музыканты. В чем разница? Разница в том, что, например, допустим, драматический актер, он может окончить институт и может даже не окончить. То есть он уже может выступать на сцене. Это смотря какой у него талант. А здесь, в музыкальной сфере, то тут 4 года музыкального училища. А, до этого музыкальная школа 7 лет. Потом 4 года музыкального училища, 5 лет консерватории, а если кто-то уже хочет дальше на профессуру, еще 3 года аспирантуры. В Посчитайте. общем, всю сознательную жизнь. И да. помимо этого, музыка, она безгонечна, ты всю жизнь Вы что-то всю жизнь новое будете открываешь, учиться, если- учишься да. и так далее. То есть я не могу сказать, что я все умею. Нет, конечно, это вообще Это невозможно. бесконечный процесс совершенствования. Да, потому что и в профессии, и я учусь, и как мои коллеги, каждый год что-то добавляем, каждый год чего-то открываем в своей творческой деятельности, профессионализме. В этом есть свой кайф. Да. Мы, как говорится, тоже в Растем. какой-то степени доктора, потому что музыка излечивает, Конечно. эмоции Безусловно. вызывает, так же, как и негативные, так же и позитивные и так далее. Когда ты слышишь какую-то музыку, ты уходишь в то время, в какой-то момент, какие-то воспоминания, и ты как-то расслабляешься, излечивает. Музыка – это как медитация. Поэтому это очень важный фактор в жизни человека. То есть музыка, то есть как кто это сказал, не помню, не буду сейчас ошибаться, сказал, молчание, то есть тишина может все сказать, а на втором месте музыка. Потому что музыка как-то эмоции вызывает, а человек живет эмоциями, это есть жизнь, то есть мгновениями. Для нас, для всех Абсолютно музыка правильно. это Да, жизнь. это яркие мгновения, да? Да, Яркие да. вспышки нашей жизни, которые дает нам музыка. Поэтому у некоторых, ну, у всех людей практически есть любимая музыка, Конечно, которые могут да. много раз слушать разные композиции. Опять У же, кого-то под это настроение. Под прошлое. настроение, Да. безусловно. Да.
музыки очень много хороших качеств. Алхас все время перечислял, что это меняет нас, это чувства, эмоции. Я тоже улетела куда-то далеко в космос. Я оттуда посмотрела на развитие абхазской культуры. Как бы вы хотели, чтобы у нас, какой у нас должна быть абхазская культура завтра, в ближайшем будущем? Помедитируем. Ну, хочется, чтобы Абхазия стала центром притяжения с ближайших городов России даже, не побоюсь этого слова. Красиво. Чтобы все, вот как бы, как проводятся же в разных странах фестивали классической музыки, там определенные времена года, да, вот хотелось бы, чтобы так вот у нас тоже вот какой-то традиция уже стала, чтобы много-много всяких разных фестивалей классической музыки, чтобы не только местные участвовали, а чтобы всем хотелось бы со всего мира участвовать в наших фестивалях, то есть это вот, чтобы скапливались вот сюда, в Абхазии будут проводиться фестивали, все Ежегодно, туда. традиционно. Да, да. Также хочется видеть, что в стране развивается классическая музыка с детства, с музыкальной школы, чтобы они были переполнены детьми, чтобы было желание заниматься на разных инструментах, чтобы одухотворялись дети, чтобы росли и психологически, и морально, и во всех смыслах этого слова. Ну и в будущем, конечно, как нам, как оперным певцам, все-таки хочется иметь свой дом. То есть оперный театр. Может быть, и большая мы, мечта. хотя бы другое поколение, следующее, которое будет за нами, я уверена, это будет, чтобы у них был свой дом, может быть, и мы успеем, надеюсь, Чтобы занимались только чтобы не в своим пенсии, любимым как делом, да. говорится. Через Да. 5 лет у нас оперный театр, у нас симфонический оркестр, у нас труппа, Роскошная да, оперная у нас постановка. хор, Планка задана. хор Да. театра и все прилагающееся, что нужно для настоящего оперного театра. У нас есть все для этого. Чтобы духовно люди У вас развивались. наверняка схожие мечты. Конечно, Алхас, безусловно. дополни и, пожалуйста, развивай эту мысль. Ну, в принципе, Нана все сказала, то, о чем мы думаем. Если это все будет, то люди будут духовно развиваться. Мы же мечтаем. Это то, что необходимо нашему народу, вообще всему человечеству. И каждый будет заниматься своим любимым делом, отдавать всю энергию только своему любимому делу. И тогда будет мир и любовь ко всему. Счастье. Хочу представить этот оперный театр. Какого он цвета? Здание. Можно я скажу? Вот как это выглядит? Синий, белый, где-нибудь на берегу моря. Не обязательно в сухом, можно даже, Как не австралийский знаю, оперный новый театр. Афон. Как австралийский оперный театр. вот наподобие того. Ой, Ну, у нас А я вообще мечтаю, чтобы у солнечная нас, страна, извини, поэтому... open air вот проводили. это безусловно. Это когда постановки на открытом На воздухе. открытом воздухе проводится. Причем это Обрисуй практикуется нам, в я хочу это Европе увидеть. очень Тут, часто. Да. как правило, сцены собираются на месте. И, ну, в общем, Кибла Гирзмава, когда вот Медею ставила, это то же самое. Ну, Или собственно, да, я концерты, которые предполагаю, на да. улице, там должна быть сцена, которую можно перемещать. Я бы сейчас углубилась в этот вопрос, почему это невозможно сделать, но я собираюсь приглашать вас еще раз, поэтому эти вопросы я откладываю на Хорошо. потом. У нас Все есть о возможно, чем главное поговорить. хотеть. Мы сейчас Да, пока главное продолжим. Ну, когда мы говорим фантазия, это то, что будто бы не будет никогда. А я хочу, Это чтобы мы мечты. говорили о том, что мы верим, что вот это будет. Поэтому давайте продолжим мысль, Армен. Я вам скажу так, по поводу того, что ждет, да, и что хотелось бы. Вот, Нана сказала правильную такую мысль, прям вот она, я зацепился за нее, что хочется, почему, когда один из нас, кто-то, да, кто-нибудь едет представлять нашу республику, ну, заведомо мы же получаем опыт там, огромный опыт, колоссальный, работа с профессионалами, работа со всеми видами практически, вот что связано с творчеством, что связано с музыкой, мы вот все впитываем, получаем, чтобы привести сюда к нам обратно. Вот. И, конечно, хотелось бы, и я уверен, что это будет в скором будущем, что будут приезжать сюда к нам, как проводить какие-то международные конкурсы и даже брать с нас примеры. Да. Потому что мы на самом деле, я хочу сказать, что очень достойные все. Ну, это сейчас без всякой такой
возвышенности, все достойные артисты, ну, по крайней мере, сидящие сейчас здесь именно, и очень много у нас талантливых ребят есть. Поэтому и там у них, они могут тоже у нас поучиться многому. Потому что у нас большой багаж за плечами, опыт и обучение, и мастер-классов различных. В общем, я думаю и уверен, что будет все хорошо и к нам. Я уже вижу эти автобусы с артистами, Вот, которые да. переезжают нашу границу Алхаз. Да, да, Ну, да. они такое могут сейчас, брать Всё кстати, такое. Подключайся, это такая общая Ну, да. медитация. Заведомо, когда мы едем туда, вот у нас вот такое ощущение. То есть мы представляем свою республику в самом красивом цвете. И так и хочется, чтобы оттуда приезжали к нам и видели, что на самом деле действительно это так. То есть Вот. они будут видеть и нашу культуру, и то, что и классическую культуру, что мы развиваемся, и Да. это связано с ментальностью и так далее, с нашей культурой, с нашим бытом. Кстати, еще и ментальность да, у нас. У Конечно, нас еще самый конечно. большой плюс есть ментальность. Это очень важно. Потому что там много свободы. Да. Чтобы Абхазия излишней свободы ассоциировалась есть, да. именно с Культурой, культурой, да. с высокой С культурой. высокой, качественной, искусством. да. Представляете, вот на карте мира такая маленькая точечка, и все будут говорить, вот здесь культура. Одна мысль – оперный театр, вторая мысль – ежегодные международные фестивали высокого класса. Еще что Алхаз, Альдона. Ну почему бы не проводить, да, вот в стиле кроссовер, да, вот в этом жанре развиваться, тоже под открытым небом, роскошный Красота. симфонический оркестр, приезжают наши друзья, вот мы поем самые красивые номера. Что может быть лучше? Вы знаете, есть город уже такой в Швейцарии, Монтрео, там каждый год Да. летом проводится джазовый фестиваль. Все это можно сделать и здесь, у нас в Абхазии. То есть все можно сделать. Было бы- Людей привлекать, У нас есть все ресурсы наоборот, для это этого. и туризм, и культура, все вместе. Это когда это будет развиваться, больше народу с разных стран будут сюда приезжать. На Это только самом деле, плюс. то Это для первое- развития экономики и всего остального. На самом деле, первое, что от чего узнается, допустим, страна, да, это культура, спорт, там, медицина, да. Но культура это на первом месте. Абсолютно согласен. Каждую абсолютно. страну представляет культура. И если мы не будем развивать нашу культуру, то о нас никто не узнает. Вот. Согласны? Да. Конечно. Абсолютно совершенно. Можем завершать передачу. С вами я окунулась в волшебный мир музыки, вдохновения, где суета и проблемы остались где-то вот там далеко. Я предлагаю почаще встречаться нам в Апсу Культураж. Там зритель не может остаться равнодушным к вашему таланту. Сегодня он посмотрит на вас, сидя на диване, а завтра придет в зрительный зал. Я в это верю. Завтра приведет в музыкальную школу своего ребенка. Ребенка. Абсолютно верно. Хорошие песни. Давайте. Спасибо, что пригласили. Амрясыкуп амрабхара шапала и чербой. Хуцраксыцуп сарасхала и сахава сагой. Бай сыла шарабай, сыблай пара бабам из Бай сыла шарабай, сыблай пара бабам из Шел однажды я по дорожке, и встретил я тебя. Твои черные глазенки с ума свели меня. Ой, дорогая, ой, золотая, ты в сердце у меня. Ой, дорогая, ой, золотая, ты в сердце у меня. Бай, сула шарабай, сыблай пара бабом из пацейков. Бай, сула шарабай, сыблай пара бабом из пацейков. Бабом из пацейков. Бабом
Dar guaharo papso cultura aștăță și mi-a hăț la hașca abzierăs. Vai, sâla șara, vai, sâmblăi para, babomis baței to. Vai, sâla șara, vai, sâmblăi para, babomis baței to. Babomis baței to.